7 марта 2024 года, четверг, и на канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной выпуск утренней программы «Аспекты Республики», где я, Руслан Валиев, сегодня вместе с вами готов пообсуждать текущую информационную повестку нашего региона и не только, с помощью публикаций различных СМИ, но прежде всего опираясь, конечно, на новости издания «Аспекты Башкортостан» с сайта aspectymedia.ru. Это для тех, кто, может быть, еще не знает, что «Аспекты» — это не только YouTube-канал, это медиапроект, независимый прежде всего, который публикуется с помощью сайта, с помощью аккаунтов в социальных сетях, в частности, это Telegram-канал, это страничка в Одноклассниках, во ВКонтакте и в заблокированных соцсетях, которые также всем известны. Ну, раз уж соцсети вспомнили, могу сказать, что периодически возникают довольно-таки, с одной стороны, странные, с другой стороны, ожидаемые явления, связанные с ВКонтакте. То и дело, пользователи жалуются, что страничка нашего сообщества недоступна. И это как минимум говорит о том, что часть пользователей, скорее всего, недовольна, скажем так, тем, что они там видят и что читают, и поэтому нажимают на способы пожаловаться. Их там на самом деле несколько. Поэтому те из вас, кто пользуется ВКонтакте, я призываю все-таки активнее, что ли, поддерживать, наоборот, своими лайками, позитивными, может быть, комментариями те новости, которые коллеги готовят и публикуют именно на странице во ВКонтакте. Можно предположить, что рано или поздно случится неизбежное, но вдруг нет. И вдруг это все-таки продлится максимально долго. В общем, те из вас, кто понимают обстановку, связанную с информацией в Рунете, я думаю, что уловили, скажем так, мой посыл и мою мысль. Спасибо к тем, кто присоединяется к трансляции и уже пишут комментарии в нашем чате. Хайрле ирта, хомахагас, салям. Все это, как говорится, правильно, греет душу, в том числе и на родном языке, если вы это пишете. Но основные мысли какие-то, которые у вас возникают, все-таки старайтесь писать на русском. Часто большинство все-таки зрителей не понимают и просят переводить. Это бывает, касается даже если мы какой-то ролик публикуем в YouTube-канале, и он на башкирском языке, всегда просят перевод. Это понятно и логично. Тем более, что зрители не только из республики. Хотя подавляющее большинство тех, кто нас смотрит, это жители Башкортостана. Это радует, поскольку изначально мы созданы и заточены под публику из родного региона, из республики Башкортостан. Не забывайте про банальные лайки. Что уж там говорить, я должен это напомнить. И про подписку на канал, конечно, не забывайте. Очень простое действие, которое позволит вам не упустить все самое важное и интересное, в то же время позволит каналу развиваться и дальше. Только с вашей помощью каналу удалось достичь тех, не побоюсь этого слова, высот, которых он достиг сегодня. Про добровольные пожертвования я тоже, конечно, должен не забыть. Способы разные, как минимум два. Это регулярные пожертвования с помощью Boosty, это разовые пожертвования с помощью Donation Alerts. Пожалуйста, глядя на правый верхний уголок экрана, вы можете видеть текущую цель. Она у нас довольно скромная, 10 тысяч рублей, но в порядке пробы мы ее пытаемся достичь уже несколько дней. Поэтому те из вас, кто готов, может и хочет это делать, пожалуйста, попробуйте. Очень просто. Любая банковская карта и вперед. Есть нам о чем поговорить. Не то чтобы прям много, но давайте все-таки перейдем к, собственно, содержанию. У нас есть новости. Давайте, наверное, начнем, с воодушевляющей. В Уфе появились открытки, средства от продажи которых идут в помощь задержанным по баймакскому делу. Это то, о чем мы на прошлой неделе разговаривали с активисткой Тансулпан Буракаевой в нашем эфире, в одном из эфиров. Значит,
Собственно, она и сообщила об этом изначально вот вчера в социальных сетях. Открытки доступны в шоуруме Топ-Таман, который она, собственно, содержит в Уфимском арт-квадрате. Стоимость открыток 100 рублей, 50 рублей, то есть разные есть. Подождите, ошибка. Они стоят именно 100 рублей, 50 рублей из которых идет в помощь задержанным. Вот так вот, чтобы быть все-таки точным. Также сообщается, что общая потребность в сборах средств для помощи задержанным снизилась с 2 до 1,5 миллионов рублей. В группе «Поиск инфо по задержанным после Баймака», есть такая группа в Телеграме, большая, сообщается, что сбор закрыт для 22 задержанных. Еще идет сбор помощи для 18 задержанных. Недостает в среднем от 20 до 250 тысяч рублей, то есть разброс большой. Информации о помощи в адрес других задержанных не имеется, то есть не все родственники, не всех задержанных занимаются сбором пожертвований. Причины могут быть разные. У кого-то нет нужды, кто-то боится элементарно, а кто-то даже и не знает. В этом смысле любая информационная огласка полезна. И обратите внимание, вот среди тех, кто все-таки собирает эти самые пожертвования, кому-то удается сделать быстро, а кому-то не очень быстро. Это о чем может говорить? Тоже о разных, конечно, вещах, но в том числе, наверное, о том, насколько грамотно и массированно люди подошли к информационной огласке. То есть, да, у кого-то может быть просто изначально хорошие друзья, знакомые, состоятельные и легкие на подъем, а у кого-то нет, и просто помогла публичная огласка и желание неравнодушных жителей региона. Так или иначе, опять же, здесь я тоже не могу обойти проблему стороной. Вот можно делать пожертвования не только, ну, скажем, в одну сторону и не получать ничего в ответ. Можно вот покупать так называемый мерч, да, это приятное с полезным совместить. И себе что-то останется на память, что будет греть душу. И воспоминания останутся, осознание того, что совершен благородный поступок. Два в одном. Вот молодцы, кто именно таким образом действует. В данном случае большое спасибо Тансулпан Буракаевой, безусловно. Тут вот Альберт Абдулин уточняет, не понял, неправильно ли все 100 рублей отдать на помощь, чем покупать бесполезную открытку и помочь только суммой в 50 рублей. Знаете, вот, если вы готовы просто отдать деньги на помощь и вам не нужно ничего взамен, пожалуйста, есть такие способы. Но вот кому-то хочется что-то для себя получить, и тогда они предпочитают покупать какие-то изделия. Например, так поступают многие независимые медиапроекты. Вот видите, да, на мне даже вот футболка медиапроекта «Эхо». Это мерч, это то, что продается дороже реальной цены для того, чтобы часть денег пошла на развитие проекта, а часть денег, соответственно, на покрытие затрат. Это общепринятая практика, можно, как говорится, не пользоваться этими предложениями и делать пожертвования напрямую. Вот аспекты, в частности, пока предлагают только такой вариант, ничего мимо кассы, как говорится. Хотя я знаю, я уверен, что есть те, кто хотел бы получить взамен хоть что-то приятное на память, как то кружка, ручка, я не знаю, кепка, футболка, носки там и прочее, прочее. Вот. Таким образом, пользоваться или нет, это решать людям, вам решать. Вот. Другое дело, что сторона, собирающая помощь, должна стараться как минимум предложить разные варианты. И вот с открытками это дополнительный вариант. Они, кстати, симпатичные. Вот обратите внимание, в описании трансляции есть эта тема. На сайте Аспектов найдете изображение. В общем, и если подписаться на Тансулпан Буракаеву в запрещенном и заблокированном Инстаграме, там тоже все это видно и можно ознакомиться. Так, Рада пишет, Тансулпан тоже в доле от продажи. Я уверен, что, конечно, она в том смысле в доле, что закрыть за потребность, затраты на производство и продажу она все-таки нужна, должна. У нее новый бизнес, который, мягко говоря, требует
еще раскрутки, и затраты на его открытие до сих пор, как я представляю, не покрыты. Они много-много вкладывались с миру по нитке, там, можно сказать, с друзьями и знакомыми. И выделять часть этого бизнеса, не ахти какого большого и раскрученного, мне кажется, сейчас проблематично, что может привести к его ликвидации. Это не совсем правильно. То есть, ну, любая работа в этом смысле должна быть оплачена. Хоть как-то, хоть каким-то образом, хотя бы ради самоокупаемости, понимаете? Поэтому я бы не был в этом смысле так категоричен. Надо говорить спасибо за то, что инициативу такую человек готов предложить и предлагает, несмотря на те риски, кстати говоря, которые тоже присутствуют. Вот видите, и риски неожиданные возникают. Критика совершенно не с той стороны, откуда ждешь. А что уж говорить о тех, кто сидит по другую сторону баррикад, мягко говоря, да? Что говорить о власть придержащих, которые, видя такую смелость представителя малого бизнеса, ну, мягко говоря, могут по голове не погладить. Опять же, мы прекрасно знаем, какими способами у нас власть может злоупотребить для того, чтобы непокорного жителя, мягко говоря, наказать. Вот, поэтому, друзья, все-таки обратите внимание. Тема немножечко вышла из информационной повестки глобальных СМИ, но надо сказать, что вот все-таки какие-то отголоски происходят. Я как человек, который в январе, там, в феврале довольно много давал комментариев на эту тему разным изданиям, констатирую, что до сих пор есть отклики. Некоторые хотят уже по следам продолжения событий разобраться в них поглубже. Не так, как это было в первые дни, там, по вершкам. А кто такой Фаиль Алсейнов? А давайте мы быстренько ответим на все вопросы. И некоторые ограничивались тем, что, опять же, утрирую, но писали, что внесен в реестр террористов и экстремистов. А вот люди встали на его защиту, и что-то пошло не так. На самом деле, конечно, ситуация гораздо более сложная, более важная. Она имеет далеко идущие отголоски. Пошли процессы по продлению арестов фигурантам баймакского дела. Вот мы говорили о Диме Давлеткильдине с вами позавчера. В тот же день, кстати говоря, музыкант Алтынай Валитов опубликовал очередное видео на башкирском языке. Оно в том числе и в канале «Аспектов» опубликовано, где объясняет собственную позицию, судя по всему, многочисленным подписчикам, которые задали ему вопрос. Я перефразирую немножко и поясню. Музыкант, я напомню, жестко высказался о событиях в Баймаке, призвал, ну, мягко говоря, не к повиновению, к отстаиванию своих прав. Потом наблюдали обыски фактически в его доме, который недавно он построил вместе с женой и куда переехал, и ему удалось скрыться. Скрывшись за пределами Башкортостана и страны, он, понятно, начал испытывать свойственные мигрантам проблемы, связанные с легализацией, документами, с деньгами, в конце концов. Поэтому он обращается за помощью к своим подписчикам. Он выставил на продажу дом. Кстати, там цена за такое домище под Уфой, мягко говоря, смешная по нынешним меркам. Ссылка на объявление на Авито, кстати, тоже присутствует в публикации в YouTube-канале «Аспектов». И вот он объясняет своим подписчикам, что же им двигало, почему вот он такой вот странный, почему ему не жилось спокойно в новом доме с женой под Уфой и не игрались концерты, и, в общем-то, почему не могло быть все так же, как раньше. Он рассказывает, что неравнодушен он с юности и ощущал себя сесеном, или сесеном, если уж на русский лад, человеком, который вдохновляется тем, что наблюдает, грубо говоря, поэтом, народным поэтом, который следит за происходящим, обращает внимание на несправедливость в том числе, и это все отражает в стихах и в песнях, соответственно. Историю с Куштау он вспомнил, о том, как его после этих событий на время отстранили, мягко говоря, от каких-то мероприятий, на которых можно зарабатывать.
Потом, когда он согласился выступить в день акций в защиту Навального в 2021 году, то есть согласился с властью, он получил вновь зеленый свет. И вот все это длилось до событий в Баймаке. Навальный у нас в реестре был тех же самых террористов при жизни. Но он не мог на это смотреть равнодушно и, соответственно, вновь высказался. А высказавшись, забрать свои слова обратно он не мог, поэтому, да, ему тяжело, но он ни о чем не жалеет. Я очень приблизительно и примерно передаю смысл послания Валитова. Я к чему это все рассказываю так долго? Я к тому, что вот есть люди, которым действительно не понять, что движет такими людьми. Мне как раз очень это близко, очень понятно. Я не претендую на лавры такого героизма, скажем, который проявил Валитов, но мне действительно вот морально, душевно это близко и ясно. То есть не нужно объяснять, понимаете? А тем, кому это нужно объяснять, мне кажется, и не нужно объяснять, потому что если нет в сознании человека этих принципов, то их и не будет. И для таких людей вот такие сумасшедшие вроде Валитова кажутся, опять же, повторюсь, сумасшедшими, неадекватами, которые то не могут сообразить, что своя рубашка ближе к телу, что есть вещи более выгодные, и выгода, она всегда превыше всех остальных каких-то странных, эфемерных морально-этических принципов. Хотя именно это и есть, наверное, все-таки традиционные ценности, о которых у нас много говорят, но фактически делают все наоборот. Раз уж упомянул, сразу вспомню вчерашнюю реплику Татьяны Голиковой, известной деятельницы правительства России. Кто она сейчас по должности, не знаю даже. Призывает рожать до 24 лет. При том, что у самой детей нет. И в 24 года вовсю делала карьеру в советском министерстве финансов, будучи еще молодой девушкой. То есть, что уж далеко ходить, на президента Владимира Путина посмотреть, где семья, где жена, дети, сколько, кто они такие. Пример надо показывать, наверное, собственными поступками, а потом начинать говорить о том, что такое традиционная семья и традиционные ценности. Ну окей, где я сижу? Я уже не раз говорил, что я нахожусь в Германии и отсюда вещаю по тем же самым понятным причинам. И тут есть у нас среди... Так, что у нас с картинкой? Минуточку. Надеюсь, она вернулась, картинка вернулась. Встречаются среди комментаторов, их немного, но те, которые обращают внимание вот на этот факт, пытаются этим фактом уколоть, могу сказать, что это совершенно не имеет смысла, в том смысле, что никак не трогает лично меня и зрителей, которые ценят деятельность аспектов, мою личную деятельность, тоже это никак не задевает. Тем более, что, как я уже говорил, выбор сделан вынужденно, он сделан не исходя из какого-то большого желания. Родина, она всегда была и остается одной единственной, другой быть не может. Она находится там, где находится Республика Башкортостан, то есть там, как называется проект «Аспекты». Как бы это ни было банально, но нужно иногда такие вещи повторять для того, чтобы было каждому ясно. Вот. Таким образом, про Валитова мы с вами поговорили. Обратите внимание, он является одним из патриотов своего народа, пишет Карлугас по поводу Алтыная Валитова. Ну, если все это упростить в одно понятие, то да, именно так. То есть человек, которому не все равно, который разделяет понятие любовь к родине, любовь к народу от любви к начальству и государству, потому что все-таки государство и страна – это разные вещи. Государственное устройство в своей стране может быть разным, может быть несправедливым, может быть справедливым. Поэтому человек в любом случае страну любит, а, например, несправедливое государственное устройство он может и должен критиковать. И уж тем более отдельно взятых начальников сам Бог велел не только критиковать, но и, как говорится, в хвост и в гриву, день и ночь, чтобы жизнь малиной не казалась, чтобы не расслаблялись, чтобы вовремя уходили со своей должности. И даже если успехи они проявили, ну, как говорится, на первых своих 2 сроках
История не забудет, нет никаких проблем, но нужно спокойно встать, уйти, дать дорогу другим. Совершенный бред, принцип, который как-то озвучил один из человек, которых я даже называть стесняюсь из-за стыда, который у меня возникает при виде этого товарища. Я имею в виду Володина Вячеслава, председателя Госдумы. Как-то он говорил, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Ну, то есть приговор подписал стране. Он понимает же, что никто не вечен. Это значит, он говорит, что когда его не станет, президента, тогда России не будет, что ли? Это что за Россия такая, извините меня, которая не может существовать без одного человека, который состоит из плоти и крови? Да, абсолютно я уверен, что даже вот прямо сейчас, в условиях выжженного поля, поищи повнимательнее, посмотри, дай людям волю проявить себя, выйти на выборы, со своими программами. Тут же найдется очередь из достойнейших людей, которые без проблем заменят кого бы то ни было. Уже пальцем показывать не буду, настолько это все понятно и очевидно. Ой, да, Володин носит красноречивую фамилию, Евгений Коноплин пишет. Как-то была шутка после того, как Володин стал председателем Госдумы. То есть, как его, карикатура. Он говорит депутатам Госдумы: здравствуйте, я Володин. Все ему отвечают: все мы тут Володины. Я думаю, вы понимаете. В общем, плавно мы подошли к теме выборов. И у нас республика хочет выделиться. Как же без этого? Для стимулирования этой явки на выборах решили разыграть квартиру в Уфе, отдых в Сочи и автомобиль. Так что еще один замечательный повод прислушаться, в том числе к моим призывам, пойти на избирательные участки, поступить там по совести и еще и забрать у государства, может быть, какой-то приз. Ну, если мы предположим, что этот розыгрыш честный и действительно любой участник может в нем поучаствовать. В условиях, как ни крути, нету, до этого не дожили еще, я имею в виду условия проголосовать за нужного кандидата и отчитаться нужной фотографией. Важен сам факт участия. Ну, поэтому, пожалуйста. Кстати, дошла информация, что досрочное голосование уже стартовало. Один человек, живущий в другой части мира, мне вчера сообщил, что вот я сходил, получил бюллетень и проголосовал. О чем это говорит? Не просто, что вот выборы стартовали. Знаете еще о чем? Вот Борис Надеждин, которого не зарегистрировали, он до сих пор продолжает судебную тяжбу. И теоретически у него еще есть шанс отстоять свою правоту. Впереди коллегия Верховного суда, которая, понятно, что ничего не решит, но как бы в нормальной стране, с нормальным правовым полем, этот шанс нельзя было бы сбрасывать со счетов. При этом бюллетени уже отпечатаны, распространены по миру, и люди уже голосуют по ним. И что будет, если теоретически представить, что Надеждин отстаивает свою правоту? Придется что? Все отменить, все бюллетени уничтожить, назначить новую дату? То есть настолько очевидно плюется в глаза общественности, причем тому же самому Борису Борисовичу Надеждину, который, ну, мягко говоря, человек известный, в том числе во властных коридорах, ну, они там между собой знакомы. Условно говоря, Памфилова с Надеждиным знакомы очень давно. Более того, они были соратниками по демократическому лагерю в некотором смысле. И вот такое лицемерие происходит. Выводы, конечно, делать самим, в том числе по поводу, собственно, так называемых выборов, как там будет все это считаться, как это будет преподноситься, но идти все-таки надо, и вариант с бюллетенем, который можно забрать на память, кстати, тоже вариант, потом показывать потомкам, что смотрите, какие у нас выборы были. 4 кандидата, 3 из которых совершенно пустые места, и не было графы против всех, и вот мы ничего лучшего придумать не могли, кроме как забрать бюллетень с собой. Мой бюллетень, кстати, который я вынес в 2018 году, он был вот такой вот длинный. Это А4, сложенный пополам. Там было хотя бы приличное количество кандидатов, представляете? На таких же путинских выборах были конкуренты, так сказать. Но опять же, более или менее реальным конкурентом я бы назвал, как бы вы не захотели посмеяться, Ксению Собчак на тех выборах. Но там коммунистов только было 2. Коммунисты от КПРФ, коммунисты России.
какие-то там патриоты и прочее, прочее, всех даже не перечислишь. Сейчас никого нет. Вот. Эм, Да, ну вот вы пишете, что не только отпечатаны бюллетени, но и результаты известны. Конечно, вот эти вот задачи, явку получить такую-то, за кандидата номер один получить такую-то, недвусмысленно звучат с высоких трибун, в пропаганде уж тем более звучат, где тот же Соловьев из воздуха берет какие-то цифры, какие-то так называемые факты и превращает их в общепринятое известное место. Но нет, мы должны с вами понимать, что это зачастую совершенная игра слов, игра цифрами, которая к реальности не имеет никакого отношения. Так, значит, что нам надо сделать? Нам надо, знаете что? Скажем так, да, давайте вот одну новость возьмем и потом перейдем в том числе к голосованию. У нас сегодня понасыщеннее, скажем так, повестка у меня, чем обычно бывает. Иностранный агент, житель Башкортостана, бывший, ну, ментально, я так понимаю, и нынешний, все-таки он занимается проблемами республики, Руслан Габбасов сообщил журналистам, что 12 марта начнется суд над его братом. Брата обвиняют в содействии террористической деятельности. Брат Рустам Фарареддинов, у них мать одна, отцы общие, вообще никакого отношения к общественно-политической деятельности Габбасова не имел и не был публичен. Ну, мягко говоря, я его тоже о брате услышал вот только тогда, когда его задержали. Но я напомню, когда задержание было, якобы это в ноябре 23 года случилось, и сказали ему, что ты якобы будешь сидеть за брата. И если твой брат вернется из-за границы, откуда он строит козни против родной страны, ну, я сейчас, понимаете, не свои мысли озвучиваю, а те мысли, которые озвучивали задерживающие. Так вот, если Габбасов вернется, мы тебя освободим. Ну, в некотором роде или в прямом роде это взятие человека в заложники. Примерно об этом сам Габбасов стал публично говорить. И вот уже суд приближается, который содействие террористической деятельности Рустама Фарареддинова объясняет, или объяснит, суд-то еще не начался, тем, что они просто переписывались. На тему общественной деятельности Габбасова переписывались они в WhatsApp. При этом речь не идет о том, что брат Габбасова там как-то поддерживал, говорил, давай, давай, там, Руслан. Хотя даже если бы он так делал, это личная переписка родственников, да, понимаете? То есть речь о том, что в принципе они эту тему обсуждали. И вот это вот интерпретируется статьей содействия этой самой террористической экстремистской деятельности. Но хочется уже не удивляться ничему. Мы же уже с вами знаем, да, даже те из вас, кто недавно погрузился в информационную повестку на фоне Баймака, уже должны представлять, до какого абсурда доходит правоохранительная система в попытках зачистить поле политическое, информационное и так далее. Но даже так, вот, понимая все это, в любом случае удивляешься иногда ну, бесконечности человеческой подлости, которая вот в таких ситуациях проявляется. Можно по-разному относиться, опять же, еще раз, к Габбасову, к тому, какие идеи он озвучивает. Я уже не раз говорил, например, я зачастую по принципиальным идеям не могу с ним согласиться, по крайней мере, на данном историческом этапе. И по выборам у нас разные позиции, и прочее, прочее. И вообще, как говорится, это нормально иметь разные мнения и подходы разные. Я вот все-таки журналист прежде всего, он политик, это разные вещи. Но это же не оправдывает того, что вот мы сейчас наблюдаем и то, что связано с его братом. И такое дело у нас есть. Вот если мы уже говорим про Баймакское, мы говорим про Чанышева в реестре террористов и экстремистов, мы это все говорим. Но даже вот про такого человека, который сам вообще ни при чем, мы тоже вынуждены говорить и вынуждены признавать его политзаключенным, поскольку человек вообще никакого отношения не имеет. Ну, по крайней мере, даже преследователи его не могут ему это предъявить. Если бы им было хоть что-то, за что-то зацепиться, они наверняка этого бы сделали, но не делают. Значит, зацепиться не за что, могу я предположить.
И вот в этой связи, продолжая тему Родины, продолжая тему врагов, мнимых, разумеется, которыми стали все чаще в пропаганде называть иностранных агентов, например, я хотел бы ваше мнение на этот счет спросить, потому что я так или иначе об этом высказываюсь регулярно, но вскользь скорее. Но все-таки вот если тему углубить, давайте проголосуем. Вот статус иностранного агента. Давайте на нем пока остановимся. Не про членство в реестре там, террористов и экстремистов, просто про иностранное агентство поговорим. У нас людей, которые имеют данный статус, в повестке, как правило, с десяток набирается в каждом эфире. Башкортостанские или выходцы, какие-то федеральные или деятели, журналисты или... Это, как правило, люди, имеющие этот статус. 3 варианта ответов, друзья. Иностранное агентство для вас это А. Знак качества, то есть уважение больше к человеку. Б. Этот статус не имеет значения для вас, то есть вы к человеку относитесь так, как вот в принципе вы к нему и раньше относились. И главное для вас сам человек, его поступки, его слова, его действия. То есть статус, что есть, что нет, неважно. Либо 3-й вариант, статус иностранного агентства для вас это черная метка. То есть человек, получивший этот статус, для вас становится, если не врагом, то хотя бы не рукопожатным, может быть даже врагом. То есть ничего просто так не бывает, это не случайно. Да, может быть иногда где-то перегибы есть, думаете вы, но это не случайно. То есть статус присвоили, значит он, как говорится, нечисто на руку и берет какие-то деньги нехорошие, заграничные. И более того, на эти деньги ведет подрывную деятельность во вред своей родине. Вот если вы согласны с этим 3-м вариантом, пожалуйста, черная метка – это вариант для вас. Итак, статус иноагента – это знак качества, это не имеет для вас значения, либо это черная метка. Голосуйте, друзья, и послушаем на этот счет, может быть, неоднозначные, как это у нас принято, все-таки у нас часто неоднозначные мнения звучат, но все-таки мнение видного политолога, бывшего ректора БАКСУ, бывшего помощника Муртазы Рахимова, человека с большим бэкграундом, Сергея Лаврентьева. Вчера он был в гостях программы «Аспекты мнений». И вот тоже высказывался на тему того, как у нас там присваивают эти самые статусы. Вы голосуйте, слушайте, пишите комментарии. Я скоро вернусь, добавлю свои 5 копеек и подведем итоги голосования. 2 года специальной военной операции. За это время в Башкортостане погибло больше 1500 военнослужащих. Вот если бы вы оказались на месте верховного главнокомандующего, что бы вы выбрали? Новые территории, которые, в принципе, приобретены сейчас за 2 года, это нельзя отрицать, либо сохранение жизни? Землю или людей? Мы же не в безвоздушном пространстве существуем. Как всегда было и так далее, что свое государство, свою страну надо защищать. Я был на Украине, даже где-то полгода там жил, и я историю знаю, откуда она произошла, и как формировался, так сказать, и так далее. И знаю очень хорошо во время гражданской войны. Столько было людей, которые воевали. И националисты, и анархисты, и Махно, и Скоропадский, и Петлюра, и кого там только не было. Предательство Хмельницкого, можно сколько угодно говорить о Переяславской Раде, 654 года. Но прошло 4 года после Переяславской Рады, и украинские товарищи, говоря современным языком, дважды предали Алексея Михайловича, дважды. В политике это всегда. И в политике жертва неизбежна. Я не знаю ни одного государственного деятеля, у которого не было вот подобного рода человеческих жертв. Не знаю ни одного. Брежнев – это Афган. Там в Афгане у нас погибло 17 тысяч. Не из Башкирии, в целом из вообще по стране. Союза. Да. Достаточно много. И вот этот термин 200-300, это все оттуда идет. Да. Мне очень жалко, безусловно, многих совершенно замечательных людей, молодых, семьи, не только молодых, там разные люди есть. Но и страну защищать надо. Здесь спустили бы, кончилось бы еще хуже. Если я правильно вас понял, если бы вот на весы подсказали, вот новая территория, вот жизни людей, вы выбрали бы территорию. Там не новая территория. Там речь идет о безопасности страны. Да нет, все-таки скажите, земля или люди вам что важнее? В данном случае важнее, конечно, люди. Так. Но люди, которые просто гордятся своей страной, иначе, по-моему, ее не будет. Это люди, которые... А мне, мол, все равно. Давайте, вот, как вот некоторые шутки есть, глупые совершенно. Чем мы выиграли у немцев? Проиграли бы, сейчас на Мерседесах бы ездили. Это глупые шутки, конечно.
Ну и здесь из этой оперы. Вам комфортно жить в нашей стране сейчас? С этими ограничениями разными? Есть инагенты, нежелательные организации, недружественные страны, Нет, знаете, что мне? фейки Вот про армию, оправдание так сказать, терроризма, все вот это вот. Вы поняли, о чем я? Да я на себе это все не чувствую, хотя никогда себя ни в чем не ограничивал. Свою точку зрения всегда говорил, и в том числе и при коммунистах. Но что вот, допустим, мне не нравится? Когда вдруг сам термин инагент – это вообще что-то такое позорное, понимаете дело? Потому что в условиях глобализации какая разница, откуда приходят деньги, да? Да, согласен. Вот, потому что заказчик может быть разный. В Штатах тоже есть такой закон, но если он, допустим, покупает что-нибудь наше, ну, например, музыку Чайковского или книжки Толстого, он что, инагент? У нас, мне кажется, здесь перешли некую разумную черту, что да, кто работает против страны на зарубежные деньги, это просто враг откровенный. Ну, Чё это быть дело инагентом? спецслужб, пусть они сами разбираются. А Они зачем разбираются, всех есть подряд? для этого, да. Да, У конечно. них это работа, они пускай, так сказать, не зря едят свой хлеб. Или, например, когда вдруг книжки, кто, кроме меня, как читателя, должен определить, что мне читать. Я сам решу, что вредно, что плохо. Проходили мы это уже. А здесь особо рьяный, ну ладно, там кто, Хинштейн все-таки объяснил людям, что этого нет, никто не давал таких указаний. А здесь чуть ли не в книжных магазинах уже появились списки запрещенной литературы. Это перегиб. Ну ладно, он депутат Госдумы. Публично сделал, и это было опубликовано и так далее. Но дошло до этого. Вот это мне не нравится. Ну, еще что не нравится. Но это уже не мы ограничиваем. То, что вот это самый так называемый параллельный импорт, ну, все есть, но это, во-первых, намного дороже. И потом ответственность только у продавца, а не у производителя. Мы так разбалуем производителей зарубежных. Итак, друзья, да, продолжаем. Это был Сергей Лаврентьев. Местами очень даже интересное мнение он высказывает. Вполне себе справедливые. И я с ним здесь согласен. Совершенно неважно, какие деньги у кого. Вообще в глобальном мире, ну, если человек способен заработать каким бы то ни было способом, ну, скажем, не отнимая и не воруя, то почему бы и нет? Главное же, какие он поступки при этом совершает. Впрочем, сейчас статус иностранного агента присваивается при наличии иностранного влияния. Этого достаточно. Никакие деньги даже доказывать не нужно. Таких примеров уже отдельно взятых несколько. Потому что люди, получившие статус, обращаются в суды, в Минюст, чтобы тот обосновал. А что, собственно, я не так сделал, спрашивает условный там журналист независимый. Ему говорят, про деньги у нас нету никаких данных. Но вот вы очень много выступаете и даете интервью там, западным СМИ. Все, вы под влиянием находитесь. Если этой логике следовать, прослушивание любой иностранной музыки, даже, знаете ли, казахстанской, это уже иностранное влияние. Я уже молчу про какие-то фильмы и другие достижения культуры любого народа. То есть вообще сам по себе институт иностранного агентства, я попытаюсь сейчас очень мягко, даже если он где-то имеет право на жизнь, как ярлык, вот даже если имеет право на жизнь, все-таки даже в США есть соответствующий закон, но в том извращенном виде, как он работает у нас, это совершенно дискредитация самого понятия вообще. Это уже произошло, и поэтому, конечно, я согласен с тем большинством, не подавляющим, но большинством, кто у нас голосует, что статус иноагентства – это знак качества. Давайте итоги, кстати, подведем. И у нас цифры такие. Чуть меньше половины, 49% говорят, что иноагентство – это знак качества. 35% говорят, что не имеет значения. Человек важнее, его поступки, его слова. Тоже совершенно справедливо. И целых 15% говорят, что это черная метка. На полном серьезе часть, пусть и небольшая часть аудитории аспектов голосует за этот третий вариант. Удивительно, как вы, при всем уважении, вот те, кто голосует за этот вариант, смотрите и участвуете в каких-то действиях, связанных с, например, моим эфиром. Я не говорю в целом про те новости, которые в аспектах бывают. Тут разные бывают новости, разные мнения звучат. Но я бы не мог слушать условного меня, если бы я вот такую точку зрения исповедовал. Поэтому, если все-таки вам
близко к сердцу, на душу ложится, вот то, о чем говорю конкретно я, мне кажется, вам нужно подумать на эту тему. Является ли статус иноагентства черной меткой? Так ли это вообще, справедливо ли это? Я не то чтобы резко осуждаю, но вот призываю на эту тему все-таки дополнительно задуматься. Дальше. Значит, кстати, вот буквально вспомнил, вчера для проекта «Эхо» я писал портрет. Портрет дня – это вот то, чем я занимаюсь дополнительно. И героем был экс-чемпион мира Гарри Каспаров. Сейчас он и иностранный агент, и вот он внесен в реестр террористов и экстремистов. Это вчера случилось, это был инфоповод вспомнить о Каспарове и написать его портрет. Знаете, я писал довольно долго, человек с большой биографией, и вот особенно в первую половину работы у меня улыбка с лица не сходила. Я писал о его биографии 80-х, 90-х годов. Вот. И вдруг вспомнил, что этот человек был одним из первых вообще публичных людей, которых я в принципе узнал, будучи детсадовцем. Вот только и говорили тогда, там, условно, в 87-м, там, 86-м годах о Каспарове. То есть Горбачев и Каспаров – это были первые люди, о которых я что-то вообще узнал, еще раз повторяю. Культ шахмат был тогда. Играли в них и старый млад, и мы в том числе. Шахматистом я при этом не стал, но мы владели, скажем, навыками игры с такого дошкольного возраста. И Каспаров был для всех примером, для подражания и прочее, прочее. И дальше, когда я уже добрался до его современной, скажем, политической стадии, ну, по большому счету, уважения у меня лично к нему меньше не стало. Да, в ранг врагов его включило государство раньше многих других его соратников по демократическому лагерю. Еще в 2013 году Каспаров уехал из страны, потому что он был одним из первых, кто готовил санкционные списки, в частности, по делу юриста Сергея Магнитского. Я думаю, что большая часть либо не знает об этом, либо забыли уже, потому что, казалось бы, с нынешней колокольни это дела давно минувших дней. Но он последователен, опять же, в своих поступках и делах. То есть он прекрасно понимал, к чему это все двигается. И в этом смысле Гарри Кимович, на мой взгляд, куда прозорливее и умнее, чем многие его соратники по лагерю. При этом он не стесняется и не боится говорить радикальные вещи, в том смысле, что не пытается угодить публике ради того, чтобы публика его принимала. В этом смысле, опять же, отражается его талант шахматиста, умение просчитать на много шагов вперед. То есть он еще там условно в 2008 годах видел, куда все это движется. Он, кстати, такой не один. Есть еще пара людей, которых я могу вспомнить, но они уже ушли, к сожалению, в мир иной. Я вспоминаю убитого Бориса Немцова и скончавшуюся Валерию Новодворскую. Как минимум, они уже тогда, в нулевых годах, давали совершенно четкие прогнозы, во что это выльется. Например, я, ваш покорный слуга, не был совершенно уверен в том, что они правы в те годы. Я просто считал, что отработав 2 срока, человек должен уходить по понятным объективным причинам. Во-первых, согласно Конституции, во-вторых, здравому смыслу. А за первые 8 лет спасибо. То, что было сделано, не без ошибок, но сделано неплохо. Вот, в этом, кстати говоря, принцип. Мой кумир, пишет Марина Кирилюк, видимо, Гарри Кимовича имея в виду. Вот это пример того, что человек получает всякие разные статусы, ярлыки, но при этом, конечно же, для человека, для людей, понимающих, он таковым не является. Да, он критикует жестко и очень даже радикально происходящие вещи. Конкретных людей критикует, но при этом, опять же, совершенно разные вещи. Вот эти вот люди, временные наместники и Родина, страна. Это разные вещи, друзья мои. Чем у нас страна занята? Она занята вот так называемой СВО. И у нас в Уфе вынесли приговор участнику СВО за угрозы полицейскому. А бывший участник этой самой операции Файзуллин к 2 годам лишения свободы условно приговорен за то, что, когда его доставили в дежурную часть за дебоширство в магазине «Красное и белое»,
улавливаете, да, все очень показательно. В состоянии опьянения он лез в драку, так вот, его доставили в полицию, и там он, высказывался нелестно в адрес полицейских. По сути дела, угрожал представителю власти. Это куда серьезнее, чем попасть в представителя власти пластиковым стаканчиком. Но у него есть смягчающие обстоятельства. Он побывал в зоне так называемой СВО, и поэтому срок у него небольшой, во-первых. Во-вторых, условный. В общем, становится индульгенцией и разрешением на совершенно любые безумные поступки, вот это вот ветеранство так называемое. И если брать во внимание озвучиваемые с высоких трибун планы все кадровые ниши заполнить вот этими выходцами, то, мягко говоря, не позавидуешь. Если это все реализуется в будущем, во что превратится и так уже наладан дышащая наша с вами Родина, это вопрос. Вечером вчера обнаружил в одной из социальных сетей фотографию одноклассника в форме. Это одноклассник, давно не общаемся, все понятно. Вот очень хороший парень всегда был. Я уверен, что он и сейчас такой. И находится он там, скорее всего, просто из-за непонимания. И, прямо волосы на голове оставшиеся рвать хочется и плакать хочется, понимая, что вот настолько все печально с точки зрения промывки мозгов и пропаганды, что совершенно добрые люди, которые, в общем-то, в жизни никогда не были воинственными, не резли на конфликты, то есть были обычными ребятами, добрыми, вот в хорошем смысле этого слова добрыми, не просто там ни рыба, ни мясо, а вот именно добрыми, в том числе оказываются в таких местах. Это само по себе трагедия, конечно, которую расхлебывать еще много-много десятилетий даже. Вот. Таким образом, что у нас еще? Давайте посмотрим на дополнительные новости, может быть, которые чуть-чуть попроще. Хотя, давайте так, упомянем все-таки еще Аллу Борисовну Пугачеву. Она вчера новый ролик опубликовала, он распространился в разных СМИ, соцсетях. Прекрасная Алла Борисовна раскритиковала своего бывшего товарища и коллегу по цеху Стаса Михайлова. «Мудак ты, Стасик», завершила она свое высказывание в ответ на слова Михайлова, который сказал, что вот приедут еще уехавшие артисты, ноги будут целовать, и вообще они такие нехорошие, тра-ля-ля. Пугачева сказала, что нормальные вообще и не вернутся, если ничего не изменится, а Стас, ты мудак. Тут, как и часто бывает у Аллы Борисовны, не убавить, не прибавить, не как-то прокомментировать дополнительно даже и не нужно, поскольку и так все ясно, прекрасно. Обратите внимание, если не видели про это самое выступление Аллы Борисовны. Она последние дни активно, молодец, как можно больше пусть публикует, и это прекрасно. Такого рода люди и их поступки, они вдохновляют, даже несмотря на весь тот мрак, который мы наблюдаем и о котором мы говорим раз за разом в нашей программе. Значит, уголовное дело в Уфе возбуждено за надругательство над местом захоронения. Подростки в парке Якутова снегом затушили вечный огонь. И это попало на камеры видеонаблюдения. За это им грозит 244-я статья Уголовного кодекса. Значит, и грозит им за это реальный срок от 5 до скольки-то, до 12, что ли, лет. То есть подростки 2008 года рождения, им сколько лет? Им 16 лет, да, в лучшем случае, а то и 15. Из хулиганских побуждений, даже не хулиганских, знаете, такое подростковое какое-то баловство тут скорее. Вот такие вот явно приземленные побуждения, связанные с закипанием адреналина, тестостерона, чего угодно. И вот за это ребят могут упечь за решетку и сломать их судьбу полностью. И это сделают ведь, скорее всего. Даже если не будет приговор очень сильно суровым, какие-то смягчающие обстоятельства найдут, кто как возраст, несовершеннолетний и прочее. В любом случае, сам факт возбуждения уголовного дела, а их уже обнаружили, это уже, простите, черная метка, как мы сегодня упоминали. Даже если, скажем так, люди останутся на свободе, они пройдут этот путь через суды, через эти допросы, и, мягко говоря, прежними уже не будут.
Я, например, не оправдываю, конечно, там, вот это вот погашение вечного огня. Действительно, символ пусть себе горит, как бы зачем. И, в принципе, находясь уже в зрелом возрасте, хулиганские такие выходки, наверное, ну, поощрять было бы неправильно. Ну, уж точно я их понимаю. Ам, Что-то похожее бывало в судьбе каждого из нас фактически. Даже таких ботаников, как я. Даже я умудрялся иногда совершать поступки, за которые сейчас, наверное, где-то было бы стыдно. И стыдно на самом деле. Но это детство, это юность. Вот. Правда, я, наверное, в том возрасте был еще совсем такой, знаете ли, ботаник. Позже, где-то в студенчестве я вот стал немножко щупать границы дозволенного и что-то похожее совершать. Да, не приходилось тушить вечный огонь, но просто не оказался в нужное время, в нужном месте. Будь я в таком месте, возможно, с ребятами, которые на это пошли бы, я уж точно бы не сопротивлялся. Да и каждый из нас, наверное, как бы, это же не уничтожение, не разрушение монумента. Это затушили и тут же запустили, я не знаю, подошел кто-то с зажигалкой и дальше. Да, символ, да, все понятно. Ну, в общем, я к чему это все? Настолько безжалостно эта система становится, никаких вообще элементов милосердия, того самого православного милосердия не остается. Если кто-то посягает на неприкосновенность вот этих вот сакральных, так сказать, символов государственной власти, то ничего спасти человека не может. И это ужаснее всего, конечно. То есть ты можешь сколько угодно посягать на жизнь и здоровье ближнего, сколько угодно избивать жену, там, ребенка и прочее. Ты можешь грабить, можешь красть. За это тебе практически ничего не будет, либо вообще ничего. Но если ты посягаешь вот на эти вот, в кавычках, разумеется, сакральные какие-то элементы, то все. Ты преступник номер один и должен сгнить в тюрьме фактически. В общем, то, за что еще вчера инспектор по делам несовершеннолетних просто бы за уши подергал, сейчас превращается в тяжелую уголовную статью. Аллу Борисовну в президенты России, пишет нам пользователь. Всем привет. Очаровательный ботаник, это комплимент, пишет Марина Кирилюк. Спасибо вам, спасибо за такие добрые слова. Вот они и поддерживают. Кстати, тут был комментарий, чуть не забыл. Кто-то жаловался, что не видит данные по поводу пожертвований. Действительно, плашка мелкая у нас наверху экрана. Да, действительно, может быть, ее надо увеличить, но она всего лишь показывает, что там набежало, чтобы видели все, что вот есть у нас те из вас, кто жертвует. А способ, как это сделать, у нас описан в описании. Под названием видео есть описание, значит, и там полезные ссылки, разные там, типа телеграм-канал, Аспектов, мой личный телеграм-канал. Но самые первые две ссылки – это способы поддержать Boosty и donationalerts.com. Вот обратите внимание, то есть тут по ссылкам надо перейти, желательно с экрана компьютера, и тогда все просто и понятно. За то, что у вас такое желание есть, отдельно, опять же, благодарю. Названа сумма, которую отдыхающие заплатят за посещение природных парков в Башкортостане этим летом, пруфы пишут. Отвлечемся, да, на секунду. Для посещения парков Зелим, Иремель и Мурадымовское ущелье придется заплатить 200 рублей с человека. Посещение парков Аслыкули и Кандрыкули обойдется в 250 рублей с человека. Посетитель может оплатить билет за посещение онлайн или непосредственно на территории природного парка, на КПП. Заплатить достаточно один раз. Купив билет, можно находиться сколько потребуется. Приехать и жить буквально на берегу Аслыкуля. С детей, пенсионеров, многодетных родителей, малоимущих граждан денег не берут. Но право на льготу нужно подтвердить документом. Ой, опрометчиво, у них список неполный. Нету участников СВО. Мало ведь не покажется, когда приедут с соответствующими атрибутами и деньги с них возьмут. В дирекции природных парков в Башкирии уточнили, что собранные деньги идут на благоустройство и траля-тополя. Уж сколько лет эти все собирают с благоустройством. Так себе, мягко говоря, дела обстоят. Ну, и не собирать вроде бы нельзя. Что тут скажешь, как говорится. Вот имейте в виду просто-напросто.
Вот. Тем временем цены на жилье в Башкортостане растут, оказывается, из-за мер по их сдерживанию. То есть государство применяет меры по сдерживанию цен, а они, вопреки этому, растут. Значит, уфимские застройщики придумали новое объяснение безудержному росту. Дескать, льготная ипотека де-факто отменена, но жители по-прежнему хотят кредит под 6%. Вот и приходится закладывать оставшиеся проценты в цену квадратного метра. И люди думают, что у них ипотека дешевая, 6%, это просто квартира дорогая. Таким образом, в очередной раз подтвердилось наблюдение, что любые катаклизмы в России в целом и в Башкортостане в частности имеют два обязательных следствия, одним из которых является рост цен на жилье. Саморазоблачающее признание было сделано на экспертной дискуссии «Строительная отрасль Башкирии. Перспективы развития», организованной «Коммерсантом» в Уфе, о чем написало издание «Правда ПФО». Остальная часть мероприятия представляла собой вялые бадания прессы и застройщиков, не имеющие родственников в зоне СВО или на оборонном ОДК УМПО журналисты спрашивали бряцавших золотыми часами строителей, по какому праву они не опускают цены на жилье, ведь у людей нет денег на его покупку. Только что отчитавшиеся о рекордных продажах застройщики в ответ приводили какие угодно аргументы, кроме главного: зачем снижать цены, если бизнес прет и при текущем их уровне. Хорошая статья и цитата, мною приведенная, мне кажется, очень красноречива. Кому война, кому мать родна, в данном случае вполне уместно сказать, хотя вроде бы никаких боевых действий, в частности в Башкортостане, к счастью, нет, но вот такие косвенные последствия доходят, часть участников рынка от этого только богатеет, радуется, а другие, соответственно, страдают. Другое дело, что мне не кажется логичным вообще что бы то ни было дорогое покупать сейчас на родине вообще, учитывая туманные перспективы и неизвестность того, что будет завтра. Но это как бы моя логика может быть ущербной, прицел избит, и здесь я согласен. То есть для того, чтобы принимать такие решения или не принимать, надо находиться на месте. И что бы то ни было советовать здесь не этично в таком смысле. Чего не скажешь о других вещах, о которых мы говорим с вами обычно. Это выборы пресловутые, это другие какие-то общественно-политические вопросы. Здесь я считаю себя не только вправе, но и обязанным об этом говорить, особенно для тех из вас, кто действительно приходит на эти эфиры для того, чтобы дополнительно послушать. Иногда, кстати, очевидные вещи послушать, понятные вещи, которые вы и сами прекрасно знаете. И от меня слышали даже конкретно. Но вот я понимаю, как это действует. Чаще в терапевтических целях даже, наверное. Во многом мы такие. Но ведь это все прекрасно, да, это хорошо, но надо бы доходить до душ и сердец, в том числе тех, кто не определился. Таких, как правило, большинство. То есть мы не говорим про таких радикальных имперцев, я не знаю, Z-патриотов, как угодно можно называть. Опять же, без оскорблений, но вот есть такая терминология. Там все ясно. Но таких, как правило, и как показывает даже статистика, вполне себе реальная, но не больше 30% у нас. Большая часть это люди, которые исповедуют принцип обывателя: моя хата с краю, ничего не знаю, без нас все решат, а что я буду нос свой сувать, да это опасно, а у меня ипотека, а у меня кредит, а у меня там ребенок в школу ходит, поэтому я не в свое дело нос сувать не буду. В любом случае это грязное дело. Вот эта категория, она наиболее многочисленна, и это люди, которые, ну, скажем, способны мыслить еще, особенно когда они все-таки сталкиваются с какими-то проявлениями, когда эти проявления доходят до людей, до которых вчера еще не доходили. Например, злоупотребление представителей власти всех уровней, злоупотребление представителей силовых ведомств, несправедливость при решении тех или иных вопросов в области образования, здравоохранения, на работе, в конце концов. Это может произойти не собственно с человеком, а с кем-то из его близких. И таких случаев все больше и больше. И их будет больше и больше. Потому что, как мы уже знаем с вами прекрасно, система, настроенная и привыкшая пожирать все вокруг, рано или поздно начинает
пожирать даже те вещи, к которым вчера еще не была приспособлена и которыми не интересовалась. Ну, условно говоря, голодный хищник в отсутствии мяса может перейти даже на какие-то, может быть, несвойственные ему продукты питания. А в конце концов эта система начинает пожирать саму себя и, в общем-то, заканчивается это известным способом. Очень бы не хотелось нам с вами дожить до такого периода, но, как говорится, вот те, кто это все выстраивает, они, к сожалению, не хотят правде в глаза смотреть и признавать это. Им кажется, что вот мы, наученные опытом прошлых лет, сейчас этих ошибок не повторим. Наша система более, знаете ли, справедливая, сама себя пожирать не будет. К сожалению, опять же, человеческая природа такова, что ее не изменить, несмотря даже на тот уровень прогресса, скажем, который достигнут. Как показывает практика, прогресс, он часто очень такой, знаете, поверхностный, а внутри все те же самые совершенно базовые инстинкты, которые зачастую, если не работать над собой, скажем так, не работать над обществом, они очень быстро выскакивают наружу и заполоняют собой все пространство. Все самые низменные, самые грязные, некрасивые чувства, они очень легко возвращаются, скажем так, на поверхность, если их не держать в заперти. Вот предыдущие годы пытались, в том числе и у нас, это делать. Сейчас нет. Дан зеленый свет всему самому страшному, что есть в природе. Каждого из нас, в каждом из нас это сидит в той или иной степени. Что греха таить. Но вопрос в том, насколько мы этими вещами злоупотребляем, либо пытаемся их закрыть, оградить для того, чтобы они оставались там в своем чулане, где ими место. Понимаете? Друзья, в общем, время наше подошло к концу. Я буду заканчивать. Скажу, что у нас впереди в 11 интересная программа «Аспекты мнений». Сразу два политолога, одни из самых любимых политологов, аспектов, будут Арсен Шаяхметов и Николай Евдокимов. Послушайте, вопросы позадавайте. Про лайки не забудьте, про необходимость делиться публикацией тоже не забудьте. Пожертвования, в общем, все просто. Пожалуйста, делайте это по возможности. Так, чтобы было, как говорится, не в напряг, но в то же время это важная поддержка для нашего издания. Вот, пожалуй, и все. Рассчитываю с вами увидеться завтра, праздничный выходной день, в это же время. Вероятно, мы будем вдвоем с Айдаром Ахмадиевым, поэтому не пропустите, несмотря на раннее утро выходного дня. Всем пока, до встречи, берегите себя.